В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Депутаты Госсобрания ЛТУМЭН внесут поправки и предложения в проект федерального закона об общих принципах местного самоуправления в стране. Юбилейную дату прокурора Якутии с 72 по 87 годы отметила общественность Вилюйского улуса. Учащиеся Международной арктической школы представили исследования о лесных пожарах в регионе на научно-практической конференции «Шаг в будущее». С 1 января этого года на Пенсионный фонд России были возложены полномочия по осуществлению ряда мер социальной поддержки, которые ранее исполняли органы соцзащиты. Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для следующих категорий граждан: неработающим гражданам, имеющим детей, лицам, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Те граждане, у которых есть право на меры социальной поддержки, но они не подали заявление в прошлом году, они могут подать в территориальные органы пенсионного фонда по месту жительства, либо в частности по пособиям, которые выплачиваются детям, пособия на детей до 1,5 лет, недоварение пособия на рождение детей, можно подать также через МФЦ. В Якутске сегодня рассмотрели проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в стране. Совещание организовала Общественная палата совместно с Советом муниципальных образований республики. Какие вопросы поднимались и какие поправки предложили участники обсуждения, расскажет Евгений Тайтонов. Основная тема обсуждения – изменения в законопроект о местном самоуправлении. Согласно поправкам, будут ликвидированы дублирование обязанностей между администрацией района и Наслега. Проектом предусматривается, что в каждом населенном пункте будут созданы территориальные органы местной администрации – управы. Будут на местах главы управ. Например, сейчас есть муниципальные образования, в состав которых входят 3 поселения, а глава живет и работает в одном из них, а 2 поселения функционируют сами по себе. В этом случае при реализации нового федерального закона, наоборот, власть приближается к народу, и в каждом населенном пункте будет глава управы. Глава округа будет назначать глав поселений в каждом населенном пункте. Должны способствовать и повышению ответственности должностных лиц, которые будут заниматься этими задачами. И, конечно же, будет обеспечено должное финансирование решения вопросов местного значения. Не будет никакого распыления финансовых средств между уровнями бюджетной системы, между муниципальными районами и поселениями. Некоторые лоббируют создание городских округов на территориях городов. При создании городских округов путем выхода городов из состава муниципальных районов наступит реальный крах маленьких сельских поселений. Консолидация финансовых и человеческих ресурсов в городских округах неизбежно приведет к оттоку населения из сельских поселений и к исчезновению сельских поселений как таковых. Но при этом в оставшихся поселениях возникает необходимость в определении нового районного центра, куда переедут все органы управления района. Также нужно учесть, что бюджет района будет формироваться по остаточному принципу от численности оставшегося населения. Поэтому, по словам общественников, этот вариант не подходит нашему региону. Мы сегодня концептуально одобряем в целом концепцию самого законопроекта. При этом у нас имеется предложение, который будет оформляться в виде поправок при рассмотрении в режиме второго чтения. Законопроект очень важный. Мы считаем, что в этом законопроекте должны быть еще расширены полномочия субъектов Российской Федерации по решению вопросов местного значения. Каждое поселение имеет свою утвержденную стратегию развития, но на реализацию мероприятий этой стратегии у поселения отсутствуют финансовые средства. При принятии нового закона развитие каждого населенного пункта будет прописываться в стратегии развития округа с финансовым обеспечением. Мероприятия, прописанные в стратегии поселения, будут синхронизованы со стратегией развития округа, республики и федеральных программ.
Да, есть мнение отдельных, так скажем, общественных каких-то деятелей, отдельных членов общества, что это якобы удар по демократии, что этого ни в коем образом нельзя делать и так далее, и так далее. Это может иметь какие-то сложные какие-то последствия. Я с этим категорически не согласен. Обычно, в основном, это говорят те люди, которые ни дня не работали в органах местного самоуправления. И я считаю, что и этот закон, если он войдет, значит, в жизнь, в силу, то может многое исправить и может многое поднять из той ситуации, в которой мы сегодня оказались. 17 января народные депутаты на пленарном заседании сформируют свои предложения и отправят их на рассмотрение в Госдуму. Переходный период на новую модель начнется с 2023 года и продлится до 1 января 2028 года. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. Сотрудников, у которых имеются признаки ОРВИ, не допустят к работе. Связана такая мера с риском ухудшения эпидситуации на фоне распространения штамма омикрон. Об этом на брифинге сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В связи с возможным ухудшением эпидобстановки в республике принимают превентивные меры. Требуется соблюдать самоизоляцию при первых признаках ОРВИ. Сотрудники должны оформить больничный лист, либо работать в удаленном формате. Учащиеся Международной арктической школы разработали метод прогнозирования лесных пожаров на территории республики. Данный проект ребята представили и защитили на научно-практической конференции «Шаг в будущее». Подробнее о проекте расскажет Марферина Алексеева. Для изучения и анализирования природных возгораний ребята выбрали горный Улус. Период наблюдения и анализа стали возгорания с 2014 по 2021 год. Тема весьма актуальна, а выбранная территория печально показательна. Ведь в 2021 году лесные территории горного Улуса пострадали в 2 раза больше, чем за прошедшие 8 лет вместе взятые. Я изучал при помощи космоснимков окрестности села Бескёль, и в нем я выяснил, что в одном только Атаманском на слеге сгорело 75% территории. Составить точный анализ ребятам удалось с помощью использования технологий зондирования Земли и географических информационных систем, то есть анализируя архивные космические данные и снимки Земли из таких платформ, как Роскосмос и НАСА. Таким образом, ребята выяснили, что леса Якутии восстанавливаются в течение 6-8 лет, и тогда эти места снова становятся подверженными возгоранию. Также юные исследователи способны узнать, какие территории больше подвержены низовым или верховым пожарам. Используя выведенный метод, ребята составили возможный прогноз на текущий год. Существует риск, что может сгореть 11% территории из-за пожара в Горном Улусе, если будет засушливый год, как в этот прошлый 2021 год. С помощью выведенной методики ребята автоматизировали получение данных последствий лесных пожаров в Центральной Якутии по данным снимков. В настоящее время имеется уже готовый продукт в виде облачной платформы и приложения QuantumGIS. Сделали классификацию основой машинного обучения и искусственного интеллекта, сравнили аномалии за 2020 и 2021 года, и сделали анализ восстановления гари. Разработали и адаптировали методику определения площади сгоревших территорий. И плюс ко всему, исследуя разновременные снимки, они пришли к выводам о ходе восстановления после пожаров и о том, что, например, ранее сгоревшие территории не сильно подвержены пожарам. И на этой основе и создают прогнозные карты наиболее пожароопасных территорий. Исследования продолжаются. Полученные данные уже используют в серьезных научных работах и экспедициях по предотвращению стихийных пожаров в республике. На данный момент ребята готовятся выступать со своим научным открытием во всероссийских и международных конференциях. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. IT-школа IMAX стала приоритетной площадкой обучения детей горного района. С начала текущего учебного года она работает на базе Бердигистякской школы имени Семена Данилова в рамках сетевого взаимодействия между учреждениями IT-школы IMAX и Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина.
20 учащихся 10 и 11 классов проходят обучение по специальности наладчик компьютерных сетей в течение 10 месяцев, и уже весной ребята станут дипломированными специалистами. Теоретическую часть мы проводим на базе нашей школы, а практическую часть они проходили на эти каникулы зимние, да, в колледже энергетики и связи Дудкина. Они проходили основные функции, да, сервера, как им управлять, как ее устанавливать, как добавлять пользователей и так далее. 300 лет на страже порядка и защите законов. Большой юбилей отмечает прокуратура России. 3 века сотрудники надзорного органа являются надежным тылом мирных жителей. И пусть порой служба прокуроров скрыта от глаз граждан, отличительными чертами профессии много лет остаются справедливость, честность и верность долгу. Сегодня в торжественной обстановке прокурорам Якутии вручили государственные, республиканские и ведомственные награды. Не забыли и о ветеранах, которые своим опытом и наставлением помогают в службе молодому поколению прокуроров. Все эти 3 века прокуроры стоят на страже законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают интересы общества и государства, отстаивают данные интересы. Надо сказать, что перед органами прокуратуры каждый год ставятся новые и все порой более сложные и сложные задачи. И коллектив прокуратуры республики, а это более 400 человек, успешно с ними справляется. Сегодня на первостепенном плане, конечно же, защита прав граждан. Ежегодно прокуроры восстанавливают нарушенные конституционные и иные права десятков тысяч граждан. В этот день общественность Вилюйского улуса отметила 90 лет со дня рождения видного государственного деятеля и известного юриста Николая Нефонтовича Каратаева. Известный якутский юрист родился 6 января в 1932 году в Тасагарском наследии Вилюйского улуса. В 1964 году с отличием, окончив Свердловский юридический институт, работал прокурором Вилюйского и Орджоникидзевского районов, инструктором административно-финансового отдела Якутского обкома. Затем прокурором республики с октября 1987 года до конца своей жизни он был председателем Верховного суда республики. Николай Нефонтович 23 года непосредственно работал в органах прокуратуры, из них 15 руководил республиканской прокуратурой. Также более 10 лет он работал председателем Верховного суда. 4 созыва был депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Сегодня в Тасагаре знаменательный день, поэтому поздравляю всех работников прокуратуры с этим знаменательным юбилейным днем. У меня к этому часу вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.